Инсульт – резкое нарушение нормального кровоснабжения мозга. Ежегодно во всем мире происходит 6 миллионов случаев инсульта, из них 450 тысяч в России. Наша республика не стала исключением. За первый квартал этого года в ИРКБ поступило 197 человек с таким приступом. В их числе Магомед Башир Имагожев. Мужчина обычным вечером резко почувствовал недомогание. Ему немедля вызвали скорую. تذكري عشوة لا أقشي وبنيتي أقر وأرتاح مصلح مساج شيدا هم هذا يأخذ أخذ بوه بار هذا إتشيتي ناسخ إتدان سيطادس تامو اشتخيت من وجه هانس يتدي كاخستان والله أخر مو هانس جا درد المتك سون تيش قات سين خنديز جا هذيك عندها طارسة شيدا مت تيك متين تسكيك قد بيم مت. Это уже второй инсульт у Магомед Башира. Первый случился больше года назад. И то, что мужчина остался жив, просто чудо, говорят врачи. Ведь статистика смертности после очередного приступа неутешительна. Сейчас пациент проходит лечение. По рекомендации медперсонала он каждый день занимается на тренажерах в зале реабилитации ИРКБ по 10-20 минут. Нагрузку будут постепенно увеличивать. Инсульт возникает вследствие закупорки сосудов головного мозга или кровоизлияния в него. Эти процессы приводят к гибели клеток органа с развитием очаговых и общемозговых симптомов. Состояние опасно тем, что может стать причиной инвалидности пациента и даже его смерти. Возникает этот приступ из определенных фактов риска. На первом месте у нас идет атеросклероз сосудов мозга головного. На втором месте это болезни сердца, чаще всего это мерцательная аритмия. Потом какие-то на третьем плане идут заболевания сосудов, это могут быть васкулиты, какие-то генетические болезни сосудов. Далее вредные привычки, это алкоголь, курение, гиподинамия, ожирение и сахарный диабет. То есть несколько этих факторов они приводят к инсульту. И, конечно же, это возраст после 50 лет. Инсульт бывает двух видов – ишемический и геморрагический. Первый происходит в 80% случаев из-за нарушения тока крови в сосуде головного мозга – тромба. Второй же возникает в 20% случаях. Тогда происходит кровоизлияние в головной мозг, разрыв сосуда. Определить, что у человека инсульт, совсем несложно. Пациента или больного просит улыбнуться, показать зубы, закрыть глаза, то есть лицо сначала смотрим. Если асимметрия лица, нарушение речи, потом просит поднять оба руки. Если одна рука опускается, то, конечно, это означает, что есть уже порез. И третье, это просит больного сжимать пальцы с обеих рук. Если где-то есть слабость, тоже у нас уже есть подозрение, что у пациента инсульт. Как правило, давление бывает высокое. Чаще всего это сами гипертоники у них случается. Первое и единственное, что может сделать человек, обнаруживший у другого этот приступ, это вызвать скорую помощь, и уже врачи на месте будут спасать пациента. Мы должны попасть в терапевтическое окно, которое составляет 4,5 часа. За это время больного мы должны привести в больницу, посмотреть, что должен посмотреть врач, дежурный невролог, сделать в экстренном порядке компьютерную томографию, исключить геморрагический инсульт, кровоизлияние, и потом провести тромболитическую терапию. За жизнь у человека может быть до 5 инсультов, в зависимости от того, какие сосуды повреждаются при этом приступе. Если мелкие, то инсультов может быть несколько, а если же крупные, то одного приступа достаточно для летального исхода. Никто из нас не застрахован от какой-либо болезни, но можно себя обезопасить, напоминают медики. Надо придерживаться здорового образа жизни, это диета, ходьба 10 тысяч шагов в день, не менее. Это, если есть вредные привычки, надо избавиться от них. Если человек страдает стрессами, депрессиями
какие-то неврозами, надо обратиться за помощью к психиатру и психотерапевтам. И контроль артериального давления и контроль сахаров при сахарном диабете. В последнее время наблюдается рост пациентов с инсультом, отмечают врачи. Важно не тянуть с первыми и даже мелкими звоночками организма, а сразу же показаться специалистам. Даже если ничего не беспокоит, необходимо регулярно сдавать анализы и проходить консультацию. Мадина Цора, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.